Присвятить частку свайго жыцця роботатэхніцы – мэта восьмиклассника Арсения Юркевича. У робофесте будучи инженер удзельничает третий раз. Мы разрабатываем роботов, которые будут ездить по линии. Трассы бывают разные. Мы программируем на платформе Arduino. Эта платформа сильно распространена в нашей стране. Большая часть ее. Есть разные виды ее, но все в основном используют либо мини-Arduino, либо Uno Arduino. Также для работы надо научиться программировать в компьютере. Турнір роботатэхнікі сабраў 35 каманд і каля 80 удзельнікаў з розных рэгіёнаў вобласці, узрост от 10 до 17 годов. 6 лет назад мы первые в Республике Беларусь в таком формате начали проведение этого мероприятия. Проводится, во-первых, для того, чтобы найти талантливых детей, найти одаренных детей, чтобы далее они у нас входили в состав областной команды для участия в республиканских мероприятиях, для защиты чести, так сказать, Брестской области. Таких детей в области немало. Яны активно и вельми отказно удзельничают у подобных конкурсах. Достойно проставляют свою малую родиму. В ноябре мы вернулись с конкурса «Хай-тек» республиканского, где взяли 3 диплома на Брестскую область из 7 возможных. Причем первые и вторые места у нас были. Мы сумели победить очень толковые и сильные команды, в том числе и из Минска. Мобильная робототехника и робототехника Лего. Робофест склался с 2 дисциплин. Мне нравится робототехника тем, что она соединяет сразу несколько предметов. Информатику, физику, математику. Я приехал на соревнования, потому что мне интересно посмотреть, какие роботы соберут мои соперники, какие программы они напишут и опробовать свои силы. Тут очень много возможностей, так как современный мир, он без роботов сейчас никуда. Участвую в номинации «Боулинг». Программа писалась очень долго, около недели, но еще больше времени было его собирать. У кожнай номінацыі вызначыўся пераможца, які прадставіць рэгіён у рэспубліканскіх спаборніцтвах. Ганна Буйкевіч, Діана Мішук, Сергій Матвійчук, тэлерадыёкампанія «Брест».